Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Один из самых упоротых башкирских мародеров и откровенный татарофоб, а также тележурналист, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева – это все Салават Хамидуллин. Так вот, он кандидат исторических наук. То есть Салават Малевич Хамидуллин – это лицензированный ученый. А как он стал ученым? Его серия книг «История башкирских родов» — это же сплошная манипуляция и фальсификация исторических данных и документов, за что именно Салавату Малевичу дали степень кандидата исторических наук, сделали ученым. Пожалование башкирского этнофантазера Хамидуллина произошло относительно недавно, в 2016 году. Тогда ему было 48 лет. Диссертация Хамидуллина называется «Бурджани. Источники, история, гипотезы». Немного отступлю и расскажу вам, почему мы называем этого мародера Салавата Хамидуллина Малевичем. Все дело в том, что блогер Ленар Мифтахов очень ловко поймал Салавата Хамидуллина за написанием комментариев в Телеграме, которые носят оскорбительный, человеконенавистнический и даже татарофобский характер. Вот краткий пересказ истории разоблачения якобы анонимных комментариев Хамидуллина. Здравствуйте, меня зовут Ленар Мифтахнака, и сегодня мы разберем комментарии под ссылками на статьи в телеграм-канале интернет-издания «Миллиард татар», размещаемые человеком, который прячется под ником Малевич. Татары башкирам не братья, татар вообще нет, их Чингисхан порезал, долбак, учи историю выясачная Чуваша, сами Казань сдали русским. Впрочем, какая родина? Твоя же родина Монголия, поэтому понятно, почему татаро-монголы не сражались за чувашскую Казань. Верно подметил, башкирам никогда не стать лапотными чувашами. Так чуваш это ты и есть. Не делай вид, что не понял, о ком идет речь. Тупица, читай книги, читать умеешь. Это ты нагло врешь. Ты такой дебил, что с тобой спорить одно наслаждение, чучело. Куда татарасты девали башкир Бугульминского уезда? Чучелоид. Ты когда научишься читать по-русски? В вашем татаросране по-русски не учат, что ли? Даже этот старый маразмон Хакимов, который башкир за народ не признает. Ублюдок Дамир Исхаков еще в 86 году написал донос в ЦК КПСС о так называемой башкиризации татар. Лучше почитай историю про то, как твои предки лапти вязали и по лесам прятались от Ивана. Об этом же весь ваш фольклор. Тут налицо какая-то шизофрения на почве ненависти к татарам и чувашам и попытка возвеличить башкир. Интересно, кто же этот уфимский говнометатель и трус, который прячется под польской фамилией, выдавая ее за сын Башкортостан и Семе? Чтобы понять тот фокус, который я сейчас вам покажу, нужно разобраться в том, как устроен Телеграм. В нем вы видите ники в таком виде, в каком их прописали владельцы при регистрации аккаунта. Но если вдруг кто-то из них находится среди ваших контактов в телефоне, то он и в Телеграме у вас будет отображаться так, как его сохранили в своем аппарате. Предыдущие тексты я надергал из Телеграма, который установлен у меня на рабочем месте в ноутбуке, поэтому Малевич там отображается как Малевич. А сейчас я загляну в Телеграм через свой личный телефон. И, о чудо, там нет никакого Малевича, потому что среди моих контактов оказался номер телефона, которым пользуется так называемый Малевич. Его обладатель числится у меня под именем. Есть у меня в контактах телефон башкирского журналиста Салавата Хамидуллина. И все те комментарии, которые у вас подписаны Малевичем, у меня выходят как Салават Хамидуллин Уфа. Короче, не удержался я и позвонил Салавату Хамидуллину, чтобы узнать, за что же он нас, ясачную чувашу, так не любит. Алло, Хитамаса Салават. Слушай, кто это? Это Ленар Мифтахнака из города Елабуги, журналист. Да, слушаю. Я, знаете, хотел у вас спросить, такой вопрос, необычный, наверное, для вас. А почему вы ненавидите чувашей и татар? Кто вам сказал, что ненавижу? Я где-то об этом писал? Ну, вы татар называете татарастами, чуваши у вас это обзывательство. Нет. Татаросраном, вот мою родину татаросраном называете. Вы для чего звоните сюда вообще? Ну, чтобы узнать это. Вот, у вас же эта позиция, я так понимаю. Нет. Во-первых,
татарасты, значит, это вот ответ на ваших башистов, да? То есть, соответственно... Я вас никогда башистами не называл, и большинство татар, я думаю, вас так не И называли. я вас тоже не называл никогда татарастом. Татарасты это одна буква меняется, и это татаристы, это не татары. А зачем вы эту букву меняете? С А какой- зачем татарские, скажем, националисты это слово придумали, башисты? Хорошо, а почему вот мою родину вы татаросраном называете? Вот я, допустим, Башкирию или Башкортостан говорю, никогда буквы там не меняю. Вот зачем вы... Мгм. Потому что так же, значит, ваши эти деятели некоторые также, значит, и коверкуют название нашей республики. Вернемся к процедуре защиты диссертации Хамидуллина. Как выглядела эта процедура? В общем, будущий кандидат исторических наук должен себе найти, определить какой-нибудь вуз или научно-исследовательское учреждение, где обязательно есть научный совет по защите диссертации. Дело это хлопотное, такие диссертационные советы есть не везде и даже не в каждом областном, региональном или республиканском столичном городе. Салават Ишмухаметович за каким-то чертом пошел защищать свою диссертацию в Санкт-Петербурге в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, то есть в Кунсткамере. Вполне себе солидное научное заведение, между прочим, открытое еще самим Петром I. Процедура защиты у Хамидуллина выглядела так. У него есть 3 положительных отзыва от других ученых. Также у него есть 2 научных оппонента. Давайте бегло рассмотрим список имен, которые участвовали в посвящении Салавата Хамидуллина в ряды ученых. Итак, кто написал отзывы Салавату Хамидуллину? Первый персонаж, первый человек – это доктор исторических наук Булат Ахмерович Азнабаев. Между прочим, он частый гость телепередач «Историческая среда» Салавата Хамидуллина и получал от него зарплату за участие в написании серии книг «История башкирских родов». Практически весь текст отзыва Азнабаева по работе Хамидуллина – это восхваление. Азнабаев восхищается тем, как прекрасно Салават Хамидуллин знает арабский язык. Вместе с этим в отзыве Азнабаева есть небольшая тень сомнения в объективности работы Салавата Хамидуллина. Вместе с тем в исторических трудах подобного рода всегда есть место для некоторых концептуальных натяжек. Таковым сомнительным, на наш взгляд, предположением является отождествление этнонима Берсил и Бурджан. Второй персонаж – это кандидат исторических наук Тимур Тагирович Ильясов. В отзыве этого человека нет ни намека, ни тени на критику текста Хамидуллина. Одно лишь сплошное восхищение, вылизывание, отлизывание. И он тоже восхищается тем, что Хамидуллин прекрасно знает арабский средневековый язык. Ну и третий рецензент – это Рамиль Миргасимович Валеев, доктор исторических наук, он же профессор кафедры востоковедения и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского университета. Увы, но несмотря на то, что Валеев фактически представляет Казань на процедуре защиты Хамидуллина и является этническим татарином, его отзыв исключительно и только положительный, наполненный каким-то что ли обожанием Хамидуллина. Вы меня извините, но даже Азнабаев позволил себе немного усомниться в степени объективности текста Хамидуллина. Причем и Азнабаев, и Валеев оба являются докторами наук. Вроде как на равных позициях. Что помешало Валееву тоже написать хотя бы пару дежурных критических фраз? Диссертация Хамидуллина является полноценным и законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Уж не взял ли Рамиль Валеев на себя большой грех перед своим народом, перед татарами? Текст Хамидуллина, конечно, посвящен бурджанам, бурзянам, булгарам. И это вроде как не касается татар. Но это же Хамидуллин. Он даже в тексте про некие не то племена, не то этнос средних веков умудрился затащить свои рассуждения, которые унижают татарский народ. Он затащил свою диссертацию, свои сфальсифицированные против татар опусы, которые фактически являются этноидеологической диверсией, что ли, против нашего татарского народа. Вопрос о самоназвании автохтонного оседлого населения Казанского ханства, исповедовавшего ислам, долгое время остававшийся открытым, ныне можно считать в целом решенным. Как показали исследования последнего времени, в русских официальных документах XVI-XVII веков оно именовалось чувашами.
В синхронных тюркоязычных документах эта этническая группа обозначается аналогично, что ставит точку в вопросе об их самоназвании. Не случайно первый русский историк Татищев писал: «Вниз по реке Волги чуваши, древние болгары наполняли весь уезд Казанский и Симбирский». Эпиграфика булгарского и даже казанского периодов красноречиво говорит в пользу того, что мусульманское население Среднего Поволжья разговаривало на языке близком, если не идентичном, чувашскому. По всей видимости, на определенном этапе истории сувары, сувазы, некогда составлявшие население Суварского эмирата, стали численно преобладающей частью тяглого населения Казанского ханства, а поэтому их этноним распространился на всех автохтонов. Мы знаем, как эту полную псевдоисторическую пургу сконструировал Хамидуллин. Во-первых, он ссылается на труд казанского историка Дамира Исхакова, который называется «От средневековых татар к татарам нового времени». Но в этой книге нет ничего такого, о чем пишет Хамидуллин. Также Хамидуллин ссылается на книгу Юлдаша Юсупова «История Башкортостана 15-16 века». А мы знаем, кто такой Юлдаш Юсупов. Тот еще фальсификатор и манипулятор. Ну а сегодня он идеолог башкиризации татар Башкортостана, в чем его обвинил, кстати говоря, российский этнолог и академик Валерий Тишков. Хамидуллин ссылается также на первого российского историка Татищева, мол, вот он пишет о каких-то древних болгарах, мол, он же не пишет о татарах, он пишет о чувашах. Татищев историк 18 века. А представление о научности, об объективной картине мира, об истине, ну прям вообще свежо выглядит для нашего 21 века. Ну а комментировать книгу Гаруна Валиевича Юсупова «Введение булгаро-татарского эпиграфику», написанную аж в 1960 году, мы видим вообще бессмысленным, потому что Хамидуллин просто ссылается на эту книгу без указания на какую-то конкретную страницу или высказывание автора книги. В общем, налицо откровенная манипуляция и фальсификация историческими сведениями, документами, исторической литературой. И все это Хамидуллин связывает в одну концепцию. Татар в Казанском ханстве не было, и вообще вы никакие не татары, а чуваши. Расписываясь под этой диссертацией, получается, историк Казанского университета Рамиль Миргасимович Валиев отказывается от своего этнонима и записывается в чуваши. Позор какой-то. Теперь по поводу оппонентов Салавата Малевича. Первый – это доктор исторических наук Илья Владимирович Зайцев, доцент кафедры стран Центральной Азии и Кавказа, Института стран Азии и Африки МГУ. Второй оппонент – это кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Центральной Азии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Крюкова Виктория Юрьевна. И Зайцев, и Крюкова – уважаемые и авторитетные люди в отечественной исторической науке. Зайцев – исследователь исторических документов по истории золотоордынских государств, а Крюкова – специалист по зороастризму и Древнему Востоку. В принципе, они написали очень интересные и глубокие критические замечания к исследованию Салавата Хамидуллина о бурзянях. Но несмотря на свои замечания, несмотря на указание, что Хамидуллин в своем изложении текста допускает грубые фактологические ошибки, где-то даже манипулирует с цитированием текстов первоисточников, более того, Крюкова Виктория даже подловила Хамидуллина на том, что сам по себе текст его диссертации весьма сомнительного происхождения. Ни в списке публикаций автора в автореферате, ни в списке литературы в самой диссертации не упоминается опубликованная автором по теме диссертации книга Хамидуллина «Бурджаны в истории Евразии». Мы действительно нашли книжку Салавата Хамидуллина «Бурджаны в истории Евразии», которая была опубликована в 2013 году. Насколько нормальным является практика, что человек пишет книжку, а затем этот же самый текст книги преподносится через несколько лет в качестве диссертации? Насколько это принято в российском научном мире? Если это нормальное положение дел, то почему Салават Хамидуллин скрыл в своей диссертации и в своих научных статьях, что ранее уже публиковал этот текст диссертации в виде отдельно взятой книги? Не является ли это нарушением процедуры прохождения защиты кандидатской степени? Ну а теперь почитаем давайте веселые перлы из диссертации Салавата Малевича.
Итак, самый главный пафос, самый главный месседж текста Салавата Хамидуллина — это удревнить историю башкир аж до 3 века нашей эры. Слабой стороной всех работ по этногенезу башкирского народа является то, что, соглашаясь в принципе с участием в нем иранского компонента, они не находят ему места в родоплеменной номенклатуре данного этноса. Ему, как правило, отводится роль древнего субстрата, не оставившего следов своего присутствия в башкирской этнонимии. Хотя таковой, как следует из результатов исследования, является племя бурджан. То есть тут Салават Малевич расписывает, что до него башкирские историки были никчемными и не видели в бурзянах народ бурджане, о которых есть масса противоречивых записей у средневековых арабских авторов. А Салаватушка молодец, он все труды арабских историков на арабском языке прочитал, проанализировал и разобрался с ними. Ну а вот этот перл уже из выводов диссертации книжоночки Салавата Хамидуллина. Бурджаны и другие этнические группы туранского происхождения сыграли большую роль в формировании башкирского народа, что отразилось не только в его гено- и фенотипе башкир, но и в их духовной культуре. Башкирская мифология, по сути дела, является отражением эпических сказаний древних ариев. Что насчет башкирской мифологии, то тут Салават Хамидуллин имеет в виду эпос Урал-Батыр и его сравнительно-сопоставительный анализ с древнеиранской, древнеиндийской, арийской мифологией. Сравнивая образы, сюжеты и символы и там, и тут, Хамидуллин доказывает, что бурзяне — это и есть древние арийцы, потому что у них есть общие моменты в мифологии. Но сначала какие именно обнаружили его оппоненты косяки? Итак, Илья Зайцев пишет, что автор, то есть Салават Хамидуллин, иной раз чересчур увлечен поисками иранских влияний на народы Поволжья, пытаясь найти их в этнонимах Удмурт и Мордва. И при этом, что в первом случае это самоназвание, а во втором экзоэтноним, то есть название, полученное народом из внешней среды. Отметим, что в своем сочинении Хамидуллин рассуждает, что такие понятия, как бурджаны, берзилы, барсилы, тождественны понятию бурзяне. Хамидуллин критикует историков, в том числе и российских, и советских, которые упоминание бурджан у средневековых арабоязычных авторов вот уже как несколько десятилетий отождествляют с булгарами, с дунайскими и волжскими, то есть с предками современных татар. К конечному мнению эти историки так и не пришли. Хамидуллин наставляет всех историков на путь истины. Читайте башкирские шежере, родословные. В средневековых бурджанах видеть следует только башкирское племя бурзян. Например, Салават Хамидуллин утверждает, что, скажем, средневековый автор Ал-Истахри сообщает об одном из 3 центров Древней Руси, который он, то есть средневековый автор, называет как Арсения. А еще гвардия хазарского кагана называлась Аль-Арсия, а еще часть Мордвы называется Эрзий. А что за всем этим стоит? Правильно, башкирское племя бурзян. По крайней мере, так рассуждает Хамидуллин. Сохранилось имя бурджан-берзилов, а также название аорсов в стяженной форме ас, ставшее самоназванием предков осетин и, вероятно, тюркских племен Эрсен и Аз. Оно также отразилось в названии гвардии хазарского кагана Аль-Арсия, мордовском этнониме Эрзя и в одном из 3 центров Древней Руси – Арсения, о котором пишет Ал-Истахри. Оказывается, по Салавату Хамидуллину от башкир произошли еще и современные осетины. Интересно, они в курсе этого? Итак, Зайцев напоминает Хамидуллину, который вообще-то блестяще знает средневековый арабский язык, что вообще-то не только Ал-Истахри писал о территории Аль-Арсения, об этом писали также мусульманские историки, как, например, Ибн Хайкаль, Димашки, Аль-Идриси и Аль-Бакри. Причем эту территорию называют именно как Артаб, Уртаб. Абу Хамид Аль-Гранати эту территорию называет как Ару, как одна из областей Волжской Булгарии. И вот Илья Зайцев заявляет Хамидуллину, что за страной Аль-Арсения, Артаб, Уртаб, Ару может на самом деле подразумеваться татарский город Арща, то есть Арск. Несмотря на то, что многие продолжают видеть в этом племени какую-то группу славян, более обоснованным, мне кажется, отождествление Арта с татарским названием города Арща, с закономерным в тюркских языках переходом буквы «Т» перед гласным переднего ряда
в че, ще. Перейдем ко второму оппоненту Хамидуллина, к Виктории Крюковой. Ее критический отзыв куда интереснее читать, чем Зайцева. Напомню, что Крюкова специалист по зороастризму, а Салават Малевич в своей диссертации упражняется в том, что раздувает Урал-Батыр, что, мол, это такой итоговый продукт деятельности всего человечества, что его могли написать только древние арии. А при чем тут Бурзяне? Цитируем диссертацию Хамидуллина. Со слов Сесена из рода Бурзян Габита Аргамбаева, в 1910 году был записан башкирский народный эпос «Урал-Батыр», являющийся одним из древнейших памятников духовной культуры человечества. А где документы, что Габит Аргамбаев является представителем именно рода Бурзян? И вообще, не сочинил ли Габит Аргамбаев сам это произведение «Урал-Батыр»? Что за голословное заявление, что какой-то один человек смог сохранить памятник всего человечества? А почему близкие люди, другие начитанные интеллектуальные люди, жившие в эпоху Габита Аргамбаева, ничего не сообщают? Что тут у местных бурзян вообще-то хранится эпос «Урал-Батыр», который ни многим ни малым является памятником всего человечества? Галич Хры, Бабич, Таджидин Ялчагу, Реза Фахриддин, все эти интеллектуалы начала 20 века, неужели все они не были в курсе о существовании Урал-Батыра? Ничего не слышали о нем? Ну ладно, мы еще дойдем до детального разбора этого псевдоисторического сочинения «Урал-Батыр», но отметим, что Салават Хамидуллин взял на себя доказать величие бурзян, их этногенетическую связь с древними арийцами через сопоставление зороастрийской Авесты с Урал-Батыром. Но я напомню, что Крюкова очень классный специалист по зороастризму, и она просто так мошенника от науки Хамидуллина в свою вотчину не подпустит. Автор, то есть Салават Хамидуллин, часто обращается к терминам эпос, эпические, в том числе применяя их к памятникам, которые не являются эпосами, например, к своду священных зороастрийских текстов, Авесте, богословским зороастрийским сочинениям Денкарт, Бунтахишин, а также Хвадай-Намак. Также Виктория Крюкова указывает, что Салават Хамидуллин не понимает, что имели в виду средневековые арабо-исламские авторы, историки, под словом «рум». Автор пишет о Малой Азии, то есть о Руме. Как известно, Рум в мусульманских источниках – это Византия, восточно-христианский мир, а не полуостров Малая Азия. А мы ведь помним, да, как рецензенты Азнабаев, Валеев и Ильясов восхищались тем, что якобы Салават Хамидуллин знает средневековый арабский язык. Крюкова, конечно, не берется оценивать, насколько хорошо известен Хамидуллину арабский язык, но вот персидский язык он точно не знает. К сожалению, языковые экскурсы не являются сильной стороной исследования. Так, на странице 77 автор, то есть Хамидуллин, рассуждает о предполагаемом персидском слове в тексте, не имея перед собой персидского оригинала, пользуясь лишь русским переводом. Крюкова отмечает, что Салават Хамидуллин довольно-таки сильно увлекается лингвистическим анализом, как ему кажется, слов из разных языков. Вот значит, Хамидуллин лингвистически пытается доказать, что бурзяне раньше обитали у горы Эльбрус. Хорошо различимы корни бурдж и берс с прибавлением суффиксов ан и ил соответственно. Их этимология довольно прозрачна. Берс, бурдж, бурс является древнеиранской, авестийской, среднеперсидской, пахлевийской и новоперсидской, фарси, в формуме слова «высокий», «великий», «возвышенный». Эволюция этого корня хорошо прослеживается на примере эволюции названия священной горы древних иранцев – Высокая Хара, Хара Березайти, Авеста, затем Хара Бурс, Харбурдж, Аль-Бурдж, пехлевийские сочинения и, наконец, Аль-Бурс, поэма Шахнаме, или Эльбрус по-русски. Интересно, что первоначально данное название носили Уральские горы. Даже Крюковой отождествление Эльбруса с Уральскими горами и бурзянами кажется какой-то смешной фантазией. Но специалист по зороастризму интеллигентно псевдонаучные фантазии выводы Хамидуллина называет как смелой гипотезой. Во-первых, речь может идти скорее всего о предположении, а не о ясном решении. Во-вторых, для передачи иранских слов, основ, корней принято пользоваться научной транскрипцией на основе латиницы. В-третьих, комментируя искомый корень, следует привлекать иранский корень браз,
как авестийский, так и средний и новоперсидский вариант, указанные автором неверно. Правильно Берес, Бурс, Борс. Последнее для персидского Эльброс. Замечание о том, что первоначально данное название Хара-Березайти носили Уральские горы, можно считать лишь одной из смелых гипотез. Крюкова также отмечает, что Хамидуллин путается в религиозной картине мира иранской и индийской мифологии. Также Салават Хамидуллин путается между древним иранским культом Митры и религиозным течением в поздней Римской империи митраизмом. Более того, в тексте диссертации Хамидуллина есть ссылка на книгу самой Крюковой, которая называется как «Зороастризм». К сожалению, автор не различает древний иранский культ Митры и религии митраизм. А на странице 226 в качестве подтверждения своего мнения необоснованно ссылается на книгу В.Ю. Крюковой «Зороастризм», где ничего подобного не излагается. Итак, что мы можем отметить с нашей стороны? Да, пришлось потратить несколько дней за не очень увлекательным чтением диссертации Салавата Хамидуллина. Да, в исторической науке есть действительно споры относительно терминов Барсил, Берсула, Бурджан. Эти термины и производные от них названия территорий где-то отождествляются с волжскими булгарами, где-то с дунайскими булгарами. А где-то ученые и вовсе признаются, что из-за очень противоречивых трактовок у средневековых арабоязычных авторов, у авторов других культур и стран, определить, что же за народ имеется в виду под этими понятиями, не представляется возможным. Каким же образом Салават Хамидуллин к этой неразрешаемой исторической проблеме пристегивает башкирское племя бурзян? Довод Салавата Хамидуллина прост. Хотите знать, кто такие на самом деле эти бурджане-булгары? Читайте башкирское ШЖР. Ошибочность переноса булгаро-бурджанской проблемы в области правописания очевидна уже потому, что в составе башкирского народа и поныне существует родовое подразделение бурзян, являющееся живым доказательством историчности книжных бурджан. И если сегодня их самоназвание в результате определенных закономерностей башкирского языка произносится как «брьян», «бурьян», то средневековая литературная традиция зафиксировала изначальную форму этого этнонима. Башкирское средневековое сочинение Касаи Чингисхан, башкирские ШЖР и этногенетические предания знают лишь форму «бржан». Около десятка российских филологов-ученых были неправы, лишь только потому, что на их глаза не попалась башкирская родословная. В общем, Салават Хамидуллин создал причудливый миф о прямой связи между башкирским племенем бурзян с древними ариями. Связь эту, по мнению Салавата Хамидуллина, можно увидеть в эпосе «Урал-Батыр», где есть всякие моменты и вещи, связанные с индоиранской культурой и зороастризмом. Для наглядности я вам покажу карты, которые намалевал сам лично Салават Малевич Хамидуллин и поместил их в своей диссертации. Значит, смотрите, здесь есть на берегах реки Сырдарья государство Кангар, хотя на самом деле это родоплеменной союз, а не государство. В исторической науке принято считать, что этот союз племен Кангар просуществовал с 7 по 8 век нашей эры. Хотя известно также и древнее государство Кангюй, которое просуществовало с рубежа 3-4 веков до нашей эры и по 4 век уже нашей эры. Но у Хамидуллина Кангар и Кангюй как-то вместе все смешались. И вот Малевич рисует карту, как из Кангара Кангюя выделяются бурджане, которые поселяются на территории современного Дагестана. Все это происходит уже во 2-3 веке нашей эры. Потом из царства Бурджан на Кавказе эти самые бурзяне переходят через Хазарский Каганат в 7 веке уже нашей эры. Так они переселяются на берега реки Белая, то есть на историческую территорию Белая Воложка. Попутно они основывают в это время Дунайскую Болгарию, затем в 9 веке они основывают Волжскую Булгарию. В общем, вот такую фантастическую картину расписал фантазер Салават Хамидуллин. Мы уже знаем один весьма неудачный опыт мировой истории, когда Гитлер пытался добиться абсолютного отождествления германцев с древними благородными арийцами. Куда же приведут подобные изыскания Салавата Хамидуллина, увлеченного поиском арийской крови в современных башкирах? Надеемся, что диссертация Хамидуллина будет подвергнута более тщательному и доскональному анализу со стороны профессиональных историков. Такое
Псевдонаучное мифотворчество не должно быть оставлено без внимания. Как понимаете, поиск арийских корней в башкирском народе до хорошего не доведет и подвергает опасности татар Башкортостана. Ведь получается, что башкиры-бурзяне имеют прям-таки нечеловеческую кровь и память, которая им позволяет сохранять свою этногенетическую чистоту и чистоту своей крови и безупречную межпоколенческую память, передававшуюся из уст в уста в виде эпоса «Урал-Батыр».